Одной из достопримечательностей окрестностей Уснеры, райцентра Эмигонья, является гора с красивым названием Афродита. Говорят, имя в честь греческой богини любви дали горе романтики-геологи. Они же и придумали легенду, что на вершине горы нужно загадать самое заветное желание. И ведь сбывается, уверяют туристы. Афродита – одна из скальных вершин хребта Сарычева – Таска-Стабет, говорят местные. Ее высота 2060 метров над уровнем моря. Гора известна любителям экстремального туризма. Учитывая несколько факторов – транспортная доступность, наличие в окрестностях мультипитчей более 250 метров высотой, в республике таких больше нет нигде, региональная федерация по альпинизму и скалолазанию решили создать у подножия Афродиты тренировочный лагерь для проведения сборов по подготовке и тренировке альпинистов. В июне этого года альпинисты собрались на 3-й фестиваль. Сегодня собралось 15 организаторов, 25 участников и 3 сотрудника службы спасения Республики Саха. Среди организаторов у нас есть 4 приглашенных инструкторов из города Королев Московской области, из Красноярска, Новосибирска, а также из города Донецк. Мы хотели бы, чтобы эти сборы прошли так же успешно, как предыдущие 2, в 2023-2022 году. И хотим, чтобы основная цель нашего мероприятия – это сделать альпинизм привлекательным, сделать этот район привлекательным для альпинизма, для того, чтобы популяризировать наш вид спорта и чтобы им увлекалось как можно больше людей. Несколько наших участников, они приехали со своими детьми. Они хотят прививать любовь к альпинизму своим детям, в том числе с малого возраста. А также есть 2 старшеклассника, это мои воспитанники из 21-й и 19-й школы. Среди приглашенных заслуженный путешественник России Валерий Александрович Богомолов. Ему 80, и сердце свое он давно оставил в горах. Друзья и природа. Потому что таких друзей я нигде не встречал. Взаимовыручка, уважение, помощь. Вот и все. У каждого человека есть какое-то свое увлечение. Ну, мое увлечение – туризм, альпинизм. Я когда-то здесь делал связь в свое время, вот, а теперь который год уже приезжаю сюда к вам. Приятно, приятно увидеть вас. Вот. Как я от вас не убегал, поймали. Ну, не тяжело возраст. Ну да, и бывает и тяжело, конечно. Вот это самое бывает очень тяжело. Но это преодоление самого себя, по сути дела. Тимуру Макарову 11 лет. В горах впервые. Приехал с мамой и папой. Ему все интересно. Если честно, это очень невероятно, потому что мы с Тимуром впервые приехали сюда, на эту Афродиту, о которой мы слышали только из рассказов нашего папы Николая Макарова, который 4-й раз уже здесь, начиная с 2019 года. И Тимуру было 3 или 4 года. Мы каждый год провожали нашего папу с группой сюда, на Афродиту. И каждый раз думали, а куда же он ездит? Что это такое? Типа, что там такого, что его тянет туда? И в этом году решили тоже спланировать наш отпуск таким образом, чтобы тоже присоединиться, потому что Тимур уже подрос, и, в принципе, физические навыки мы решили, что позволяют сходить на семейные восхождения. Скоро 2 недели, как мы здесь живем. Сходили на 3 горы. Вот сзади вас 1990, на Дети Азии,
побывали вот с правой стороны, да, там за хребтом. И вчера пошли в группе с 12 человек, тоже втроем на гору Афродита категории 2А. Да, было, конечно. А для нас это оказалось небольшим испытанием. Почему? Потому что там надо было применить все навыки скалолазания, надо было жумарить, чтобы подняться через эти плиты, спуститься на веревке. В отличие от вот первых наших 2 гор, 1Б, там же можно было просто пешиком пройти, и не надо было протягивать веревки. А вот вчерашняя, да. Поэтому мы сегодня отдыхаем, восстанавливаем наши коленки, чтобы завтра, если получится, тоже выдвинуться на какую-нибудь гору. А так нам, конечно, очень понравилось. Тут необычайная атмосфера. И особенно, когда приехали участники. Мне понравилось. Я лез на страховке. Со страховкой? И тебе помогали там? Да. И с кем ты был? Рядом с мамой или с папой? С мамой и папой. Да. Ну как тебе? Вот страшно не было? Немножко. Когда дожди, у нас лекции в палатке, а так в основном мы на горы поднимаемся. На лекциях что рассказывают? На лекциях рассказывают рассказывают про зеркала, и иногда вязим узлы. Июнь в этом году погодой никого не радовал. Дождило почти каждый день, но скучно не было. Курсы начальной подготовки альпинистов включают не только практическую, но и теоретическую часть. Поэтому осваивали снаряжение, карабины, жумары, обвязки, тренировались вязать узлы. Один из организаторов, Владислав Петров, поделился с нами своими соображениями об экипировке. Я являюсь здесь портером, приехал в составе организаторов. Так, вот у меня палатка, она двухместная. Получается, сколько она дождей выдержала, она вообще не промокла. Она ультралегкая, она весит всего килограмм 800. Так, то получается, одна дуга такая и расходится на 2 части. И получается 4 ножки у нее. Палатка, она двухслойная у меня. Вот. Ткань очень тоненькая, по сравнению с другими палатками она очень тонкая. Вот, двухслойная палатка. Внутри состоит из сетки. Вот тут, чтобы не промокало, вот тут такой же материал, тент, и вот тут сверху сетка. В ней, получается, не потеешь. У меня спальник этот на -5, синтепоновый. Так, он на -5 идет. Для удобства есть такой газовая интегрированная система приготовления пищи называется. Обычно в народе называется это джетбойлом, но джетбойл это фирма. Обувь, да? Обувь рекомендуется брать именно на вибраме, на резина вибрам. Она вот самая лучшая, самая нескользящая. Но их бывает несколько видов. Я про виды уже не скажу, это надо спрашивать у более опытных. Вот ботинки у меня хайкинговые, да? Хайкинг — это пешие походы по тропам. В горах они, можно ходить, но иногда на острове камни натыкаешься, больно бывает. А так тут внутри мембрана, нога не промокает в ней и быстро сушится. Еще у меня на ногах кроссовки горные или полуботинки. Они тоже в ней, если прохладненькие, если продувается, в ней ходишь, то комфортно. Получается, у меня 3 пары обуви. Тапочки, кроссовки и ботинки. Самое главное, говорили опытные походники, это хорошая обувь и хороший рюкзак. У меня вес где-то 20 килограмм вышел, плюс-минус 2 килограмма. Это все снаряжение? Все мое снаряжение. Включая палки, кроссовки, вот эта система приготовления пищи и чуть-чуть еды.
Евгений Колодезников и Арсен Горохов – старшеклассники. Занимаются в Якутске скалолазанием. Принимали участие в прошедших играх «Дети Азии». Но здесь почувствовали различия между скалолазанием и альпинизмом. Говорят, в альпинизме главная цель – покорение вершины, преодоление себя и высоты. Отличие хребтов Маркова, да, вот от этих получается тем, что на Байкале это просто тропинка, просто подняться и спуститься. А тут уже надо командная работа, учиться провешивать, учиться слушать, что говорит старший, понимать его, быть ответственным за команду. Тут уже камни живые, тут уже есть какая-то такая опаска, то, что твой неверный шаг, и отряд может пострадать. Каждый шаг уже должен быть таким продуманным. Начался уже, получается, подъем. И должен был провешивать Роман, мастер спорта крутой. Я так мельком спросил у Александра Ильича, можно мне? Он сказал, нет, это целая процедура. А потом, подумав, сказал, иди провешивай. Я такой, пошел. Было так достаточно мандражно. Все смотрят что-то, говорят, давай, быстрее, быстрее. Я думаю, не понимаю. В итоге получилось как-то более-менее зацепить, получается, сделать станцию. По этой станции поднялись, все дальше прошли, там дальше, получается, на Жумарах поднялись. И вот уже, считайте, уже на верхушке, на Афродите. Но это так еще, полпути. Это даже не самое интересное было. Дальше спуск на восьмерке небольшой. И самое интересное, что мне запомнилось, это траверс с Романом Абилдаевым. Просто по камням был вдоль горы. Он был очень интересным. Почему? Потому что у Романа такой ритм бешеный, быстрый такой. А меня за ним пустили, Александр Ильич разрешил. И я за ним так бегу, и он бежит, и мы так по камням быстро-быстро, в большом темпе таком, ритме. Это было очень интересно. И причем не устал, совсем не устал. Полон адреналина был. Сначала поставить станцию, когда внизу на тебя все смотрят, еще-то говорят, быстрее, быстрее, не тупи, а ты не понимаешь, что делать. А потом такой ритмичный траверс с Романом. И потом такой спуск, и как в лагере тебя встречают все. Это было очень насыщенно эмоций вчерашний день. Затянуло меня как-то. Первый раз я пришел, не имея никакого опыта вообще в альпинизме. Я полным нулем пришел. И после этого я как-то прям загорелся. И постепенно все пошло-поехало. И когда мы завершили 2 года назад, получается, сборы, нам выдали значки, там этот сертификат, книжку альпиниста, или как там она. Ага. Вообще, это было очень классное событие. Мы тот год прошли, получается, на Дети Азии. Мы туда маршрут делали, табличку ставили эту в честь игр. И мы проходили маршрут еще по Афродите 1Б, а Дети Азии мы через 2 прошли. И на этот год, получается, у меня маршруты уже будут, уже прошли поинтереснее, посложнее. Я-то думал, что условно тут на Афродиту сходить там, и все. Типа, один маршрут, оказывается, их тут неоднократное количество, всякие разные. И чем маршрут сложнее, тем он и интереснее. Когда мы ходили на тройку, там было нереально круто. Мы очень много перил провешивали, веревки очень много потратили. У нас был руководитель Роман, получается, снежный барс. Это человек с большим опытом. И он пошел лидером, все прокладывал, и мы за ним шли. Было тяжеловато, но было очень-очень интересно. Как ветерок. О-хо-хо! Хотя локация так-то по факту одна, но маршрутов очень много разных. И мне важен не сам процесс, не сам момент, когда собрались на гору. Мне как раз-таки важен этот маршрут, как мы до туда дойдем. Я от этого больше удовольствия получаю. И из-за этого я думаю, что если в следующий раз приеду, если будет на следующий год сборы, то я думаю, что еще что-то посложнее. На вершину 1990 там все равно был дождь. Такой мелкий. И мы решились, ладно уж, что сидеть, это, по крайней мере, лучшее, что есть. Не ливнем идет дождь, а постепенно.
Мы пошли, начали обираться, и все вершины гор были в облаках. И это было интересно, потому что ты не видишь, куда ты идешь, то есть, и такой некий эффект неожиданности. И когда мы забрались полностью на 1990, было все в облаках прям. И потом, вот на моменте, когда мы кушали высокую кухню, там, бутерброды с колбасой, вот, и тут резко открываются, вот так вот облака раздувают, и там такие виды просто космические открываются. Вообще нереально. Там все просто кричали вообще. Это было очень круто. Вот. И ради таких эмоций, вот, блин, стоит вообще как бы ходить по горам, что-то пробовать новое, проверять себя, свой характер. Вот. Потому что у меня больше цель еще, наверное, была конкретно проверить себя. Вот. Насколько я выдержу. Ну, вроде как нормально иду. Вот. Ну и следующие цели буду выше ставить. Мастер спорта по альпинизму, обладатель титула «Снежный барс» новосибирец Роман Абилдаев впервые посетил горную страну хребта Черского. Впечатлен, а ему есть с чем сравнивать. Я прибыл по приглашению Федерации альпинизма Республики Саха с целью прохождения новых маршрутов в районе Уснеры, в районе пика Афродита, в этом ущелье, поскольку ущелье хоть и известно давно, но в альпинистском плане развито не очень сильно. Не хватает описаний маршрутов, линий пройденных, поэтому необходимо для того, чтобы альпинисты Якутии, Уснеры, Якутска, ближайших городов могли получать разряды 3, подходить под 2 в своих родных горах без выезда куда-то слишком далеко. Да? То есть возможно в своих горах прийти и набрать полный набор классифицированных маршрутов для 3, для 2 разряда. Каждое восхождение для меня как открытие. То есть, ну а поскольку, в принципе, я очень люблю такой экспедиционный формат, то как раз эти сборы как нельзя лучше подходят для такого. Как раз это очень благоприятно для маршрутов начального и среднего спортивного уровня. То есть для того, чтобы, к примеру, новички, это могут быть школьники, студенты, кто хочет попробовать себя в горах, это отличные учебные маршруты в этих горах возможно проложить. То есть базовый лагерь находится непосредственно в непосредственной близости от вершин, и поэтому все подходы короткие, удобные. Вот. Ну а летом еще якутская светлые ночи, очень длинный световой день, и в принципе нету лимитирующего вот этого фактора, когда у тебя вдруг стемнело и резко похолодало, и ничего не видно. Да? То есть это напрямую сказывается на безопасности восхождений. Якутия абсолютно такая, до сих пор является терра инкогнита для большинства западных спортсменов, даже российских. Очень мало кто вообще знает, какие горы в Якутии находятся. Да? То есть если развивать с точки зрения вот какого-то такого спортивного, допустим, учебного альпинизма, да, или экспедиционный формат, это экспедиции любой просто произвольной продолжительности, там, от 50-100 километров на какую-нибудь вершину, типа Мусхая или Гора Победа, до там 1000-километровых лыжных экспедиций вдоль Верхоянского хребта, да, как были и какие-то уникальные единичные походы в истории туризма, альпинизма. Вот. Но до сих пор это район, целая страна, можно сказать, которая очень мало изучена массовым туристам. Поэтому если действовать в этом направлении, в популяризации, то, я думаю, количество туристов вырастет в десятки раз. Каждый путешественник знает, к любому походу, тем более к восхождению, надо готовиться. В горах может случиться все, что угодно. Перед тем, как лезть на сложные маршруты, надо научиться хорошо лазить по скалам. Кроме того, что там технику безопасности соблюдать, этого мало.
соблюдать технику безопасности, надо очень хорошо лазить по скалам. По скалам, по льду, по любому рельефу, для того, чтобы не сорваться. А для того, чтобы не сорваться, надо объективно оценивать свои возможности. Объективно оценивать рельеф. Насколько ты можешь там пролезть и не сорваться, насколько это возможно. Вот человек без опыта альпинизма, он этого сделать не может физически просто. А чем больше у тебя опыт восхождений, тем лучше ты понимаешь, что ты делаешь. Вот это основное. Вот, к примеру, наш спортивный тренер Роман. Да, он мастер спорта с очень большим опытом. Несмотря на то, что он молодой парень, но у него огромный опыт. Сложнейших восхождений в разных сложных условиях. Он, безусловно, все может оценить с первого взгляда и понимает, что он делает. Надо сказать, что среди участников сборов довольно много девушек. Многие поднимаются в горы впервые, но впечатлений не счесть. Ощущения от восхождения вообще незабываемые. Было очень, это необычное ощущение, очень сложно было по камням ходить и так далее. Ну и опасно. Но зато потом, когда дошли на вершину, ощущение сразу, вся усталость пропала, ощущение гордости за себя, радости, восхищения этой красотой. На саму вершину мы, когда поднимались, уже прямо сквозь облака поднимались. Все было в облаках. Потом, когда взошли на вершину, посмотрели вниз, на долину, там все солнечно, классно. К слову о впечатлениях. Все, кого бы мы ни спросили, говорили о красоте гор, интересных и подготовленных маршрутах, хорошо организованном мероприятии. И практически все обещали приехать снова. Очень хорошая организация, да. Это уже сразу видно было, вот сразу. Это потому что организаторы, они приехали вот за 10 дней до начала. Все уже здесь, все уже подготовили. Очень хорошая база. Все условия есть для людей разного возраста. Вот. Начиная вот со школьников, например, молодых и старшего поколения. Я как человек за 60 лет, который я тоже могу сказать, это очень хорошо. Все, даже самые интересные мероприятия, имеют свойство завершаться. Александр Ильич Спиридонов подводит итоги. Завершен фестиваль альпинизма «Полюс холода», очередной, 3-й по счету. Приняло участие 43 человека, в том числе 2 школьника младших классов, средних классов и 2 старшеклассника. Было пройдено 5 маршрутов спортивных. 3 маршрута было пройдено на значок «Альпинист России». Ребята ездили на мультипитче. По результатам сборов мы вручили 24 значка «Альпинист России» и будет подписано ходатайство на присвоение 3-го спортивного разряда. Было пройдено 2 первого восхождения альпинистом Романом Абилдаевым для выполнения 2-го спортивного разряда. Прощаться всегда немного грустно. Мне вот посчастливилось побывать впервые. Да, у вас есть возможность сюда приезжать более регулярно и зарабатывать разряды, знакомиться с маршрутами. Отличный район, отличное ущелье для того, чтобы постигать вот эти начальные азы альпинизма, оттачивать технику, да, и дальше вперед к своей мечте. Дерзайте, и все у вас получится. Старший тренер Василий Иванович. Ну,
практически наша спортивная часть подошла к концу. То есть все зачетные восхождения мы совершили, что было в наших силах. Ну, погода, сами видите, какая. Всего 3 дня было ходовых таких нормальных, остальные все дожди. Но все равно, в общем-то, мы выполнили план минимум. Все живы, здоровы, все набрались энергии, здоровья. В общем-то, желаю вам, если понравилось заниматься альпинизмом, значит продолжать дальше. Если не понравилось заниматься альпинизмом, все равно вы будете это вспоминать. Через 10-20 лет будете сказать, вот я была там-то, там-то, там-то. И будете рассказывать детям, внукам, там, кому, родственникам всем. Это будет замечательная, так сказать, тема. Вы это никогда не забудете. Желаю всем счастья и удачи. В суету городов и в потоке машин возвращаемся мы, просто некуда деться, и спускаемся вниз с покоренных вершин, оставляя в горах свое сердце